Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекушара. А сейчас мы хотим проанонсировать самые важные темы сегодняшнего выпуска. Более 4 часов длилась встреча кандидатов в президенты Бадри Гунба и Адгура Ардзинба. По итогу кандидаты подписали соглашение. Открылась экспозиция, посвященная Крымской весне, событиям на Донбассе и СВО в Музее боевой славы имени Владислава Ардзинба. В фойе Абхазского драмтеатра открылась выставка Российской галереи искусств «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма». Более 4 часов длилась встреча кандидатов в президенты Бадры Гунба и Адгура Ардзинба. Договоренность о переговорах была достигнута между кандидатами накануне. По итогам встречи Бадра Гунба и Адгур Ардзинба подписали соглашение. Мы подписали соглашение, в рамках которого рассчитываем стабилизировать политическую ситуацию и довести выборный процесс в нормальном русле, чтобы не было никаких столкновений. Для нас самая главная цель – это сохранение стабильности. И выбор абхазского народа – это самая главная наша цель, чтобы этому выбору ничего не препятствовало. В этом соглашении мы отразили, на наш взгляд, все вопросы, которые сегодня на повестке. Я думаю, что когда вы ознакомитесь с текстом, вы сможете уже более подробно понять, о чем идет речь. Мы сегодня еще раз в рамках нашей встречи обсудили те актуальные вопросы, которые беспокоят наше общество на протяжении всей предвыборной кампании. И, конечно же, самое главное, народ Абхазии должен самостоятельно определить свое будущее по итогам голосования во втором туре президента Республики Абхазия. В этом смысле мы нацелены на стабилизацию обстановки, на улучшение взаимоотношений между штабами. Я уверен, что все эти усилия принесут нам, безусловно, безопасность и спокойствие для граждан нашей страны. Я, пользуясь также случаем, хотел бы сказать о том, что действительно непростая предвыборная кампания, но мы должны поблагодарить наших соотечественников, за кого бы они ни отдали свой голос. Каждый из них проявил свою гражданскую позицию, и голос каждого должен быть услышан. Именно народ определяет будущее нашей страны. Хочу поблагодарить всех участников предвыборной кампании. Вы знаете, что по итогам голосования первого тура 3 наших коллег не попало во второй тур. Считаю, что каждый из тех, кто участвовал в этой предвыборной кампании, это патриоты страны, патриоты Абхазии, которые нацелены на улучшение качества жизни наших граждан. Важно отметить, действительно, если говорить о тезисах, да, будет документ опубликован, и Бадра Зурабович, и Адгур Амиранович, и все кандидаты, которые принимали участие в выборном процессе, и этот момент зафиксирован в том документе, который мы подписали. Мы все являемся гражданами Республики Абхазия, ориентированы на интересы народа Абхазии. Да, у нас есть разные видения по достижению этих целей, но однозначно и четко мы можем здесь заявить о том, что в Абхазии нет никаких протурецких, прозападных или каких-то иных кандидатов и общественных деятелей. Это касается и Бадры Зурабовича, и Адгура Ардзинба, и других кандидатов, которые принимали участие в выборном процессе. Этот момент тоже отражен в этом соглашении. Я думаю, Бадр Зурабович тоже на эту тему добавит пару слов. Самое главное, все кандидаты – это те люди, которые переживают за свою страну, люди, которые нацелены на улучшение качества жизни граждан нашей страны, люди, которые известны нашему обществу. И в этом смысле, как мы отразили в документы, мы все патриоты, реализовываем то, что на благо нашей страны, безусловно, должно осуществляться. И мы нацелены на дальнейшую плодотворную работу в рамках реализации предвыборной кампании, чтобы наши граждане имели возможность спокойно проголосовать, чтобы не было никакого давления ни на одного гражданина нашей страны. Это самое главное. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Встал. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», секретарь Общественной палаты Гули Кичба от имени матерей, чьи сыновья и дочери погибли в Отечественной войне народа Абхазии, обратилась к кандидатам в президенты Абхазии Адгуру Арзанба и Бадре Гунба. От имени матерей погибших сыновей и дочерей в Отечественной войне народа Абхазии обращаюсь к кандидатам в президенты Республики Абхазия Арзанба Адгуру Амирановичу и Гунба Бадре Зурабовичу. Обеспокоенные сложной общественно-политической обстановкой в Абхазии, ради сохранения мира и стабильности и объединения нашего народа, помня, какую цену заплатил наш народ за свободу и независимость, беспокоясь за молодое подрастающее поколение и будущее нашего государства, призываю кандидатов в президенты взвешенно и спокойно, не поддаваясь на провокации, подойти к выборам. Мы многонациональный народ Абхазии. Видим залог нашего успеха в братстве, единстве и взаимопонимании всех национальностей, проживающих в нашей стране. Абхазов, адыгов, армян, русских, греков, грузин, мигрелов, эстонцев и других. Обращаюсь к лидерам общественного мнения, к предвыборным штабам, к депутатам парламента, матерям и ветеранам войны поддержать это обращение. Харайлых тхамадзым, шиздеги хачкун шашоп. Ажур эйдышкалар штахызар, шивьехыр эйбытаны аусей цыжву. Хажулар шрызхуцны, хапсад гил шейчаха, аттынчра каларсазы. 21 февраля – день рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия. В Сухуме в сквере перед филармонией имени Раждена Гумба состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя. Почтить память Гулия пришли исполняющий обязанности президента Валерий Бганба, исполняющий обязанности первого вице-премьера Джансух Нанба, исполняющий обязанности министра культуры Динара Смыр, сотрудники литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия, члены Союза и Ассоциации писателей, представители творческой и научной интеллигенции, общественность. Затем в доме музея Дмитрия Гулия состоялась презентация книги «Абрисол Псара». Книга издана Министерством культуры и литературно-мемориальным музеем Дмитрия Гулия к 150-летию патриарха. В результате обильного снегопада, выпавшего в Гудаутском районе, никаких ЧП не произошло. Дорожному движению погодные условия не препятствуют, сообщил обснепресс начальник Гудаутского РОВД Зос Магицба. Все необходимые меры предприняты. Центральная трасса была обработана, чтобы предотвратить скольжение автомобилей, отметил он. Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в ДНР. Его похоронят на родине, в селе Верхняя Джерхуа Гудаутского района. Абхазия поддерживает Россию в период спецоперации. Добровольцы из республики участвуют в боях на Донбассе и других направлениях. С начала боевых действий погибло более чем 50 человек. Экспозиция, посвященная Крымской весне, событиям на Донбассе и СВО, открылась в Музее боевой славы имени Владислава Арзанба. Мероприятие приурочено к укреплению абхазо-российской дружбы, Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала специальной военной операции России на Украине. Участники возложили цветы к мемориалу погибших воинов в парке боевой славы. Минутой молчания почтили память погибших добровольцев. Мероприятие организована общественной организацией «Доброволец» совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Арзанба. Витрины Музея боевой славы дополнились тематикой СВО. Уникальная экспозиция раскрывает ключевые события, значимые моменты через артефакты, документы и материалы, объединенные общей историей и памятью. Здесь представлены знаки интернациональной бригады «Пятнашка», георгиевские кресты, шифроны разного времени, подлинные реликвии современной истории, предметы, переданные участниками СВО. Выставка заинтересовала гостей музея.
Мы решили увековечить память, события забываются, и вот какие-то вещи мы передаем, чтобы люди помнили. Вот, например, награды, эти награды давались за определенные события, кое-что вручалось Шойгу за боевые заслуги. Этих медалей уже нет попросту, а будет аннотация, будут людям объяснять, что это и как. То, что наша республика не осталась безучастна. Тем более сегодня такой день, сегодня день признания суверенитета Донецкой и Луганской республик подписал Владимир Владимирович Путин. Экспозиция рассказывает историю и героизм участников специальной военной операции, погружает в атмосферу важных событий, знакомит с уникальными экспонатами. Представленная на витрине «Золотая звезда» Героя волонтерского и общественного труда вручается гражданам Абхазии, а также иностранным гражданам за особые волонтерские и общественные трудовые заслуги перед народом, бескорыстный и безвозмездный труд, оказание помощи нуждающимся, проведение гуманитарных акций. 44-я лежит вот здесь в музее боевой славы. То есть она просто так не дается за то, что человек повез гуманитарную помощь, а дается за определенные действия. Люди попадают в разные переплеты. Это нож, подаренный лично мне Александром Владимировичем Захарченко. Спорная такая ситуация была. Он даже говорил: возьми шашку, нож не трогай. Я забрал нож, и получилось так, что вот этот нож мы с его сыном вместе привезли, Сергей Захарченко, это его сын, и передали МЗИ Чичковне в музей боевой славы. Вот флаг. Здесь вещи, это Микич своих не бросает, это Владимир Харабу. Мы еще довезем к этой экспозиции кое-какие вещи. Это вот бригада ветераны есть, там участвовал в боевых действиях мой брат, и это его знак. Представлены образцы формы одежды и боевого снаряжения. Работа по сбору экспонатов, связанных с темой СВО, будет продолжена, а экспозиция будет пополняться новыми предметами. Нынешних нацистов, так скажем, форма. Это стандартная натовская форма, то есть она и у грузин такая же, и у украинской армии. К сожалению, они выбрали свой такой путь. Здесь показано, что натовцы, вот видите, Австрия, натовский паёк. То есть, как они говорят, что их нет, то они не воюют, они там просто нет, они воюют. Это все вытащил наш товарищ, его Виген, фамилия Аванесян, он со Старого Поселка, боец. Воюет он сейчас на Кураховском, по-моему, направлении. В общем, на Авдеевском направлении он это все засунул в мешок, написал свое имя, оно вот там вот на вишмешке с другой стороны написано, и говорит: если что-то со мной случится, говорит, не дай бог, я, говорит, хочу, чтобы это уехало в Абхазию, и вы передайте, значит, ну, слава богу, с ним все хорошо, жив-здоров. Вот. А это, ребята, вот эти два орудия, значит, так скажем, с интербригады «Пятнашка», наши друзья. Единственное, что ошибка, их помыли. Надо было именно в таком состоянии. В рамках мероприятия семьям погибших добровольцев были вручены Георгиевские кресты первой степени. Нестеров Алексей Геннадьевич. Ле. Иди сюда. Ле. Кутар Баат Муршотович. Это сын погибшего парня, погибшего нашего брата. И еще есть один боец, который именно под нашим флагом воевали на Донбассе. Вот два человека, это Глухих Тимофей Иванович, вот наш брат. Я хочу вручить ему сразу две награды. Медаль Министерства обороны Республики Абхазия и Георгиевский крест, который ты заслужил еще в 2014 году. Подойди сюда, пожалуйста. Мероприятие организовано общественной организацией «Доброволец» совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Арзенба, приурочено к укреплению абхазо-российской дружбы, Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала специальной военной операции России на Украине. Все экспонаты, которые вы сегодня видели, потихонечку собирали единый штаб помощи Донбассу. Кстати, хочу подчеркнуть, что вот эти вот витрины тоже они привезли из России. Для нас это любая экспозиция – это часть нашей истории. И сегодня у нас появилась еще одна часть нашей истории, так как мы все знаем о том, что наши соотечественники находятся на СВО, и, к сожалению, уже немало десятков погибло. Я просто не хочу
считать как плохая примета, к сожалению. И вот для нас важно сохранить память о них, память нашей истории, нашей общей истории с Россией, положительной нашей истории с Россией. Вещи, которые, видите, они сделаны из снарядов. И еще до начала СВО сюда приезжали из Донбасса люди, и депутаты, и общественные деятели, и они вот приносили и оставляли в музее вот эти вот реликвии. Для нас это очень дорого. Это ранняя экспозиция о событиях в Донецке, в Донбассе. Экспозиция открыта на постоянной основе. Она доступна для всех посетителей музея. Шазина Ханагуа, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. 2 бригады российских медиков, прибывшие в Абхазию, приступили к диспансеризации школьников в Гудаутском и Сухумском районах. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба посетил Гудаутскую центральную районную больницу. В медучреждении созданы все условия для осмотра детей. Совместно с Министерством просвещения составлен график, согласно которому в больницу будут привозить детей из всех школ района. Диспансеризация в Сухумском районе началась с Верхней Эшерской школы. В школу организованно будут привозить детей со всего района. В Сухум доставлены подаренные России 120 интерактивных досок. Министерство просвещения подаренное оборудование уже распределило между школами республики. Интерактивная панель – это мультисенсорное устройство, информацией на котором можно управлять при помощи рук, специальных маркеров или указок. В задачи интерактивной панели входят визуализация и хранение информации, обработка больших баз данных, трансляция видео. Также из России приехали специалисты, которые проведут мастер-классы по пользованию для абхазских педагогов. Сегодня, я думаю, для всех школ Абхазии большой праздник. Нам с Краснодарского края приехали 120 интерактивных досок, которые будут переданы всем школам. Сегодня идет передача отделам образования районов. Конечно же, и от имени учителей, и от лица Министерства просвещения Республики Абхазия мы благодарны всем. Хотелось бы отметить, что вместе с передачей интерактивных досок школам еще будет проводиться мастер-классы в школах, которые поступят это интерактивные доски, то есть как правильно этим пользоваться, какие функции у этой интерактивной доски. Специалисты уже из России прибыли, которые это будут проводить, и в ближайшее же время приступят к реализации своих мастер-классов. Выставка Ливарса Будба «Память о мастере» открылась в музее Банка Абхазии. Экспозиция приурочена ко дню рождения известного абхазского художника. 21 февраля Ливарсе Будба исполнилось бы 65 лет. На экспозиции побывала Ульяна Рожкова. 21 февраля – день рождения любимого многими в нашей стране художника Ливарсы Будба. Об его биографии можно говорить часами, но одно остается неизменным – любовь мастера к родному городу, который он называл городом-фестивалем. На холстах Ливарсы Будба видна безупречная выверенность, чистый ритм и полифония красок. Его произведения в первую очередь поражают зрителя яркостью. Несмотря на то, что художнику пришлось пережить, его картины – это олицетворение радости и счастья. Это энергия, это созидание, не знаю, способность видеть прекрасное, независимо от разных обстоятельств жизни. Мне кажется, это даже не стиль в творчестве, это какая-то жизненная философия, которая, конечно, была отражена в его творчестве. И сегодня ему исполнилось бы 65 лет. Для нас, его коллег, друзей, это возможность собрать работы, которые большей частью находятся в Сухуме, в квартирах друзей, коллекционеров, знакомых. Выставки Ливарсы Будба всегда знаменательные события в культурной жизни столицы. И взрослое, и молодое поколение пришли увидеть шедевры Ливарсы Будба. Будто сама природа развеяла серые тучи, и город искупался в ярких солнечных лучах, прямо как на картинах художника. Насчет Ливарсы Будба, это, конечно же, один из самых ярких наших художников, могу смело заявить об этом. И для нас это огромная возможность, то, что сегодня происходит, то, что мы можем на это посмотреть. Мы все знаем ту трагедию, которая произошла, там многие картины потерялись, и увидеть эти картины, хоть то, что
осталось, можно сказать, из личных коллекций люди предоставили. Это для меня огромное счастье, как для художника, начинающего художника. Мне кажется, любой художник влияет на другого так или иначе. То есть, когда мы смотрим творчество художника, мы вдохновляемся. И, конечно же, его стиль работы мне очень близок. Эти яркие цвета, графичность. Это мне очень нравится, то, что моей душе откликается. И, конечно же, я бы хотел хотя бы какие-то его, так скажем, фишки видеть в своих работах. Прожить так, чтобы спустя десятилетия после ухода друзья и коллеги вспоминали с теплотой и уважением, удается немногим. Художник Ливарса Будба прожил короткую, но запоминающуюся жизнь. Перед Отечественной войной народа Абхазии он узнал о своем страшном диагнозе – онкологическом заболевании крови. Но несмотря на болезнь, он встал на защиту Родины. В памяти его коллег и знакомых он остался лучезарным и сильным, спокойным и трудолюбивым человеком. И самое интересное, что он нашей Абхазии все посвящает. Такой патриотизм и любовь к Абхазии. Вот поэтому уже много раз мы видели их на выставке, в зале мы общались, у нас были совещания, просто дружеские беседы. Так что я его очень хорошо знаю. Впечатление шикарное. Работы, что выставили, это великолепно. Напоминание о художниках, чтобы не забывали, наша публика должна знать наших художников, правильно? Абхазских художников. Поэтому я вот с удовольствием пришла и еще раз смотрю на эти картины. Если бы Сухум остался без художников, писателей и культурных деятелей, Ливарса в одиночку смог бы поддерживать атмосферу богемного очарования города. Так говорили о нем его близкие люди. Художник ушел из жизни 17 сентября 2007 года в возрасте 47 лет, но оставил после себя целое наследие, а его творчество всеми любимое и ценимо. Выставка картин Ливарса Будба продлится еще неделю. Ульяна Рожкова, Нарсол Цулуке, Абхазское телевидение. В фойе Абхазского драмтеатра открылась выставка Российской галереи искусств «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма». На ней представлены 40 работ абхазских и российских художников, созданных в разных стилях и форматах. Репортаж Алики Трапш. На выставке «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма» представлены работы молодых российских художников, участников арт-школы академического искусства, проведенной в сентябре 2023 года на площадке арт-кластера Таврида и арт-резиденции «Берег», а также картины молодых абхазских художников, которые уже участвуют в выставочном процессе и выразили готовность к творческому обмену и открытому диалогу. Молодые творческие энергии, объединенные Черным морем, Южным светом, вступают в художественный диалог. Точки пересечения общего видения, цветовосприятия станут стартовой платформой для начала разговора. Мы выступили с инициативой, которая была поддержана Министерством культуры Российской Федерации, а также Министерством культуры Республики Абхазия, провести целый цикл мероприятий. Основное мероприятие из этого цикла – это музейный проект на лето этого года. И мы просто поняли, что подготовить какой-то проект для вас дистанционно будет неправильно. Поэтому для инициации диалога в качестве стартового мероприятия мы и вышли с инициативой вот такой мини-выставки. Мы задумываемся о совместных мероприятиях, то есть тоже может быть приглашение в Крым художников абхазских и опять же сюда, чтобы приезжали художники для того, чтобы вот инициировать совместное творчество, для того, чтобы слышать друг друга, для того, чтобы вместе создавать общее культурное поле. На выставке достаточно хорошо представлен портретный жанр и живопись, а также картины в классическом и коллажированном подходе, когда холст совмещается с какими-то графическими элементами и чистая графика. Несмотря на то, что на экспозиции представлено всего 40 полотен, организаторы постарались максимально инициировать тот самый диалог, чтобы затронуть у каждого зрителя самые сокровенные чувства и эмоции. Молодые художники с большой культурой, с таким мировосприятием чудесным, мироощущением, с такой высокой цветопластикой. Я восхищен с этим подходом, с этой культурой. Праздник большой для Абхазии, для всех нас. Мира вам, добра, процветания, объединения. Всех вам благ, дорогие мои, организаторам этой замечательной выставки.
На выставке представлены работы, интуитивно понятные каждому. Художники описывают свой берег. Российские мастера пишут про Крым. Абхазские изображают буйство абхазской природы, яркость красок, обилие колоритных персонажей, которые определяют мощную локальную живописную традицию, как и стремление соединить классические и новые методы и медиа. Моя работа называется «Лето». На ней отражается атмосфера, эстетика нашего лета. Там два молодых человека, которые сидят задумчиво, наслаждаются теплой погодой. Я писала ее в 2023 году. Я отдыхала на море со своей семьей. Я решила запечатлеть этот момент. Я думаю, это очень важно, как и для российских художников, так же и для нас. Мы обмениваемся нашими знаниями, опытом. Выставка «Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма» продлится до 30 марта. Алика Трапшра, Мукамки, Абхазское телевидение. В Доме Москвы в Сухуми прошел командный шахматный турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Турнир был двухдневным, где в первый день приняли участие 60 юных шахматистов из шахматных клубов и секций Абхазии. Во второй день соревновались представители различных государственных организаций и ведомств. Об итогах турнира в материале Адицы Сагария. Собравшихся в концертном зале Дома Москвы участников мероприятия с открытием ежегодного шахматного турнира, приуроченного ко Дню защитника Отечества, поздравил директор Дома Москвы в Сухуми Александр Бегвава, пожелав участникам легкой игры. Дорогие друзья, уважаемые любители шахмат, я рад приветствовать вас на третьем командном шахматном турнире, который традиционно проходит в рамках празднования Дня защитника Отечества. В этом году мы расширили свою географию, представлены на турнире команды со всех городов и районов, администрации городов и районов республики. Более того, вчера, накануне, также в рамках празднования Дня защитника Отечества состоялся детский шахматный турнир. Приехали дети со всех районов Абхазии, показали достойную игру. И было очень приятно наблюдать, что в республике такое количество молодежи, детишек, увлекающихся этой прекрасной игрой. И в этом смысле должен заметить, что у вас растет достойная смена. Позвольте от лица министра обороны поприветствовать всех участников данного турнира и поздравить с наступающим Днем защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет для многих поколений защитников Отечества любовь и преданность своей Родине. 23 февраля – это особая дата для всех, кто отслужил в рядах советской армии, для всех, кто прошел войну, кто сейчас стоит на страже своей Родины. В командном шахматном турнире приняли участие 72 сотрудника абхазских и российских министерств и ведомств. В общей сложности 22 команды. Это мероприятие станет не только спортивным состязанием, но и важным шагом в укреплении сотрудничества между представителями разных поколений. Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества. Для нас это очень близкий, родной праздник. Тем более, что в этом году это совпадает с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Первый турнир очень трудно было собрать, но сейчас каждым годом все легче и легче, потому что уже сформировались команды, уже сформировалось ядро. Более 600 детей по всей Абхазии ежедневно занимаются шахматами в секциях. И они все пополнят ряды профессионалов, ряды предприятий и организаций. Я хочу выразить большую благодарность Дому Москвы за такой прекрасный турнир, который они проводят ежегодно. Шахматисты – это спортсмены с серьезной эмоциональной выдержкой. Такие игроки хоть и могут немного расстроиться после поражения, но в целом их чувственный фон останется непоколебимым. Они могут играть партию за партией, оставаться в одном настроении, несмотря ни на что. Первый раз участвую здесь, очень рад этому. Вот. Такие мероприятия, конечно, очень нужны, полезны во всех отношениях. Ну, шахматы – это такая, знаете, древняя игра, вот, которая до сих пор, до наших времен дошла, и играют, и молодежь играет, и взрослые играют. Нужно проводить такие мероприятия. Еще посвящен Дню защитника Отечества.
поэтому вдвойне приятно. О правилах данного мероприятия рассказал главный судья турнира Альберт Карапетян. Мы играем дисциплина рапид, быстрые шахматы, это у нас называется. Командное соревнование учитывает игру, как сказать, стенка на стенку, да. Значит, по трое человек в каждой команде, и, допустим, если команда выигрывает 2-1, то команда считается победителем этой игры. И так 7 партий надо будет каждой команде сыграть. Очень большое количество игроков сегодня присутствует в том плане, что популярность растет, и все организации и министерства своей команды заявили, и сегодня они здесь находятся на этом турнире. Участники турнира, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями и грамотами. Алика Трапша, Адиса Сагария, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни 22 и 23 февраля в Абхазии ожидается мокрый снег разной интенсивности. Местами гололед, в горах снег. Температура воздуха ночью 0-4, днем 0+4. Температура морской воды +8 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шекушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.